У юрта есть две стороны. Какая сторона есть? Мужская и женская. Мужская сторона и женская. Сегодня мы гости, ребята. Мы будем сидеть на мужской стороне. А я хозяйка, я сижу на женской стороне. Каждый вечер в юрте собирался народ. И друг другу рассказывали сказки. Какие тувинские сказки знаете? Мальчик тремя знаниями. Чему бы пил, станет красивым. Ленивая сова. А я знаю еще одну тувинскую сказку. Сказка называется «Ашша кадай полкаш, алтын кушкаш». Давайте сыграем. Тол ашша кадай полкаш, алтын кушкаш. Бирде жерге бага ерги, чадырга өге ашша кадай чоктап жорады. Ашшак бір күн балдызын тоткаш, арга же ыяштап жорпа. Аргыға келгеш курбак теректи соптарга теректен алтын кушка жүкпеш айтырган. Чу хорошо. Не яшхияк. Чанда берешта. Эштам пей. Ашшак алтын кушкашынга бүзүреш, өңге жанып берге, кадайы хорада боткуп турган. Чуга калдын шалга пай. Ашшак алтын кушкашты жугалан. Мен айдын кушкаш куйдум. Ашшак кадай алтын кушкашынга бүзүреш, утуп чадып алган жөнүрген, утуп чадып алган. Кырта, эртеңде оттук берге алтын кушкаш ыяштан экелген. Ашшак кадай ыяшын жыгаш önce кийирип баан. Кадай ашаанга шайын куткан. Жемнени бегелен, сүттүк шайын кадай кайындыргаш, ашаанга берге ишкенер эрген. Шайын ишкеш, ашшак балдызын туткаш, картапла аргазын же аяр озум кылаштап жоруппан. Аргага келгеш, теректи соптарга алтын кушкашы ужуп келген. Чу хорошо. Ашшак базала алтын кушкашка бүзүреш, өнге жанып берге кадайы шайын кайындырып алган, шайын сүттүк шайын соңуп турган. Ашшак кадай шайын ишкеш, кеже түшкен, удуп жатып алган жөнөкөн. Удаш эртенинде оттук берген, кончук жараш акылды оттук берген. Чараши. Өн тодуп суйбап, ашшак кадай ак өнген, тыркаламыран жөнөкөн. Ашшак базала балдызын туткаш, аргазын же казыкпан эрген. Аргазынга келгеш, терен соптарга алтын кушкаш ужуп келгеш айттырган. Чу хорошо. Мне ак хойхек. Чанда берешта. Ак берешта. Ашшак базала алтын кушкашка бүзүреш, картабла өөнгө жанып келген. Өөнгө жанып келгеш кеже ашшак кадай удуп жатып алган жөнүрген. Эртенинде ак койнун таашынан оттуп берди. Санап күнзедир санап жадапан. Кеше чугле önce киргеш, удуп чадып алгандар жөнүрген.
Өңге киргеш удуп жатып алган. Эртеңинде оттук келгеш, ашак кадайынга жугалан. Мен хан буюн, сен кадын бой. Ой-ой-ой, тенин яша. Ашак кадайынын жугалын тыңнабайын, балтызын туткаш, артабла аргаше жолуккан. Аргага кээрге, тереңге келгеш терең соптарга. Алтын кушкаш кошуп келген. Кускаш чок тол. Ашак хорадай берген. Хорадаш азала балдыз биле сопкан. Айдын кускаш чок тол. Ашак муңгаргай өңгө жаңып келген. Кадай окуп турган. Айдын кускаш чок тол. Яравны солдур ашык. Ятараныбыз олдур ашак дейш, муңгаргай ашак кадай утуп жатып алган эркен. Эртеңинде удаш отуп берди. Картабла эрки самдар үйүндө. Ашактын ролунда Морген Кирилл. Кадайнын ролунда Васильева Марина. Алтын кушкаштын ролунда Квариана Ариана. Хойларнын ролунда Самбу Буяна. Тонгак Талисия. Колкаш Лапсан. Толду көргениңер дейш, четтердиңиз. Самый-самый лучший.
каких веков оно досталось мне. Но говорят, что значит оно брат, с которым шли веками по земле. И в час легкой войны, как говорят, плечом к плечу в беде, в одном строю стояли русский, его брат бурят, за родину отдали жизнь свою. Пересекая через полстраны, спешил на помощь братик мой и дед. Стеною стали лучшие сыны, чтобы в стране оставить добрый след. И память эту до сих пор хранят, чтобы страну и дальше берегли и русский, и бурят, что значит брат, стоять на стороже своей земли. Лученька, ты сегодня целый день играла с подружкой Сазана. Взяла у нее камушки, так и не вернула. Дедушка просил больше по хозяйству, а ты не помогла. А он уже старый и слабый. Воспитанные дети так не поступают. А ты знаешь, кто заботится в духе природы? Они оберегают нас от бед, от несчастья. Но им не нравится, когда люди плохо поступают. Вот увидят люди твои проказы и разгневаются. Эх, ладно, скоро уже ночь, пора спать. Бабушка, не хочу спать, расскажи мне сказку. Не хочешь спать, значит и сказки не будет. Бабушка, ну расскажи. Хорошо, внученька. Хорошо, внученька. Но только пообещай мне, что не будешь капризничать, а сразу же уснешь. Ладно, обещаю. Ну, слушай, говорят, давным-давно верблюд был самым красивым животным. У него был пышный длинный хвост и красивые могучие рога. Однажды он подошел напиться к реке и повстречал морала. «Я иду на праздник, не одолжишь мне твои рога, братец?» — попросил морал. Верблюд согласился и остался ждать его на берегу. В тот же день встретился ему конь. «Я иду на праздник, не одолжи мне твой хвост, братец!» — попросил конь.
Верблюд опять согласился и остался ждать его на берегу. Морал и конь ускакали. Ой, где это я? Как я сюда попала? Эй, а ты кто такой? Я верблюд. А почему ты такой грустный? Совсем еще недавно я был красивым животным, но морал одолжил мои рога, а лошадь хвост, а так и не вернули. Подумаешь, может быть вернут, а может не вернут. В том-то все и дело, если мне не вернут рога и хвост, я так и останусь некрасивым и грустным. И правда, морал и лошадь поступили очень плохо. Если что-то взял на время, надо обязательно вернуть обратно. Не печалься, верблюд, зато ты стал важным и величавым. Хочешь, я тебе спою песню про мою любимую игру? Хочу! В речке маленькой мы собираем очень разные камушки ценные, и с ними играем, юбку свою будет красиво. И с ними играем, юбку свою будет красиво. Если камушек белогрудный станет, каждый маленький юбки, выжить он дома жеребенка, черный камушек станет возле юбки. Выжить он дома жеребенка, черный камушек станет возле юбки. Очень красочно мы все расставим, галька на полу, это будет коврик, чашки помоем, столик накроем, после окружим веточками коврик. Чашки помоем, столик накроем, после окружим веточками коврик. Гости всех друзей мы приглашаем, юбку их зовем, подаем наш чек. Гостеприимство мы здесь играем, с детства учимся уважать обычаи. Гостеприимство мы здесь играем, с детства учимся уважать обычаи. Спасибо тебе, развеселила меня. Ты очень добрая девочка. Прощай! Постой, куда же ты? Ой, где это я? Тише ты, раскричалась на весь лес, разбудил меня, вот шумная девчонка. А ты еще кто такая? Я ленивая сова, я очень люблю спать, но весь день меня будет, где бы я ни заснула. То сорока стрекочет над духом, то дятел стучит, то синички себе чуть гнезда рвут. А я не хочу себе гнездо рыть. Не, солнце ваше себе. Как здорово! Я тоже люблю лениться, целыми днями играть и долго спать. Так садись рядышком, вместе будем спать, вдвоем веселее. Что-то очень холодно и неуютно. Как же
же быть такой ленивой? Вот придет зима, замерзнешь без гнезда. Птички, летите все сюда, помогите совесить гнездо. Бедный царь горох, что же делать, кто поможет? Слышу топот, якобы кто-то наконец спешит. Что же вы, ребята, нынче приуныли? Или вам, ребята, разгуляться негде? А ты кто такой? Ваня, я ты что, слепой, не женатый, холостой? Это кто же такая? Красавица, ни одного изъяна, не смеется, не улыбается, ни к чему не удивляется. Царевна Несмеяна! Несмеяна, не сердись, ведь тебя мне жизнь не жизнь. Будешь ты моей женой. Я согласна быть с тобой. Вот так чудо, вот тогда улыбнулась дочь моя. Не отдашь за Ивана меня, был плакать 3 ночи 3 дня. Ладно, я согласен. Отныне не делать грустные лица. Приказываю тотчас веселиться. Раздайся, народ, свет царевны идет. Белолица, чернокрова, белой лебедью плывет. Свет Варвара по плясы, твои ножки хороши. Ой, как батюшка на царстве разгулялся весь народ. Была Несмеяна, теперь наоборот. Я с царевичем плясать пойду, подружек милых позову. Эй, подруженьки! Приходила сама
Всем хорошо. Сколько нас не русских в России, и татарских, и других кровей, имена носящих непростых российских сыновей. Любим мы края свои родные, и вовек, ни завтра, ни сейчас. Отделить нельзя нас от России, Родина немыслима без нас. Что такое труба? Это степень, омытая солнцем, быстро греч, на них видя луч, лесов океан, синеватые дали, горно светлые кольца, из ноль песков, раскаленных, снега туча саян. Республика Тыва, любимый край родной, люблю твои леса, поля и реки, ты для меня дорогу всех впереди, я дорожный век святой. Проходите в гости, дорогие. А у нас на Украине солнце ярко, небо синее, золотая пшеница на полях колосится. В доме пахнет калачом, капуста, бошка против. Стол накроем бутылевой, гости к нам не ходим. На
gözlü kemerler Nevruz'dan ol bişare Taş kazanda sümeler Uçağın başında Вам понравилась игра? Понравилась! Проходите в гости, А мы живем в России. У нас леса густые, у нас березы белые, и девочки красивые, и небо наше чистое, и реки наши быстрые. Из Москвы, столицы нашей, в целом мире эту красу. Приезжайте в гости к нам. Очень рады мы гостям. Зазвенел ручей, не слышно, как трещит на речке лед, и капель с промокшей крыши нам за шиворот течет. Речка разлилась напрасно, ей друзей не разлучить, но вместе нам не страшно даже ноги промочить. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручья сверкает лентой голубой. Капли разлетаются брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Не беда, когда грохочет над весенней рощей гром. Если дождик нас промочит, нам и это нипочем. Радуга блестит над лесом, светит солнце для друзей, и веселой нашей песни подпевает соловей. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручья сверкает лентой голубой. Капли разлетаются брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Вместе живут на огромной планете разные взрослые, разные дети, внешностью разные, цветом кожи, но безусловно мы в чем-то похожи. Тем нам счастливыми хочется быть, новые звезды на небе открыть. Годы пройдут с мостами завесле, ростом повыше, по жизни мудрее, и поменяется мир весь вокруг, но рядом останется преданный друг.
Давным-давно, в стародавние времена, жил богатый, но злой Каратыхан. Лошадей быстрых да скота разного у него не счесть было. Табунщиком у хана потрачил бедный сирота Өскізол. Однажды, когда Өскізол пас лошадей, волки напали на табун и загрызли молодую кобылицу, которая недавно ожеребилась. Жеребенок ее остался сиротой. Как же мне рассказать об этом? Он же мне велико отрубить. Өскізол пришел в юрту хана. Ча! Ну, зачем ты пришел сюда и сказал? Только не убивайте меня. Кобылу вашу загрызли волки, а ребенок остался сиротой. Я ничего не смог поделать. Ха-ха-ха-ха. Нет одной кобылицы ничего не будет. А за ребенка отдай волкам. Насочи меня беспокоит нищеброд. Вон! Я его спасу. Он окрепнет и станет самым быстрым скакуном в мире. Ты меня с собой возьми, на тебе скачу верхом. Станем мы табун пасти, будешь ты моим конем. Крыло мягкое, как шелк, не догнать тебя никак. Быстрый, словно ветерок, ребенок куда. Жеребенок Өскізола и вправду вырос стремительного, как ветер скакуна. Он побеждал на всех скачках, и слава о нем разнеслась по всей округе. Прислужники Каратыхана донесли ему о прекрасном скакуне Өскізола. Ча! Убить коня! Темной ночью, подкравшись, они поймали скакуна и столкнули с крутой скалы. Нет, за что? Это бурунчу бурутер. Яштарым болып чедик билсин. Аладайым эки адым. Алға бөреп ыржулап турген. Оқтарганы тескиндир. Оқтындыр. Қалды адым. Оғын мені эки кесі ол хевес алғыштырам. И как-то раз снится ему сон. Приходит к нему его конь и говорит: «Не печалься больше, Өскізол, лучше исполни мой наказ.
Из лиственницы крепкой смастери себе игил с головой коня. Пусть волосы из моего хвоста прослужат и струнами, и смычком для него. Вот увидишь, мы снова будем вместе. Эскизол играет на игиле, радуя народ и прославляя своего верного коня. Так появилась легенда об игиле. Ты самая красивая, ты самая нарядная
что было дальше? Смотрите. Шаляном встретились как-то раз зайчонок, бельчонок, филиненок. А что было дальше? Смотрите.
не нужна. Ой-ой-ой, голова заболела. Ой, живот. Ой, живот. А, вот ты где. А мы тебя ищем. Ой, да у тебя температура. Спасите, помогите! Бегемот заболел! Кошмар! Ужас! Он заболел! Срочно в больницу! Ох, молодой человек, да чего ж вы себя довели? Будем теперь лечиться. Здравствуй, друг! Здравствуйте, друзья! Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, я выжил, спасибо! А вы знаете, как плохо болеть и лежать в больнице, когда все играют, когда все купаются, когда все веселятся, а только ты лежишь в больнице? Ну вот видишь, теперь ты не будешь бояться, Триф? Не буду, честное слово, не буду. Молодец! Я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Я сильно укалюсь. Эти колы нам нужны, чтобы не болели мы, здоровыми и сильными росли. Это только душ боится, на уколы к врачу. Лишь я привиделся, улыбаюсь и шучу. Я прививки не боюсь, не боюсь, не боюсь. Если надо, укалюсь. Эти колы нам нужны, чтобы не болели мы, здоровыми и сильными росли. Перед вами выступали Таспанчик Диана, Андараюша, Аратан Самбажик, Кусава Арина, Кайгородов Андрей, Илюша Ис, Достал Барца, Занаков Данил, Гурна Жай, София Статуа, Салчак Александр, Сищин Дажи, Ангура Карма. В каком далеком царстве, в 30-м государстве, а в городе Кызыле есть прекрасный детский сад, а в нем много ребят. Хорошо они живут, дружат, играют, песенки поют. Песня про театр. Шоколадная планета, ярко-синий листопад, весь
вам покажем лесную сказку. Ребята, все выходим. Дело было в лесу. Вот сорока прилетела. Сорока. На пенек она присела. Внимание, внимание, уважаемые жители, последнее известие услышать не хотите ли? Волк аптеку открывает, всех зверей себе зывает. Для покупателей хмелейших там выбор будет богатейший. Цены очень соблазнительные, скидки просто удивительные. Спешите скорее туда, аптеки ждут вас всегда. И полетела сорока. Дальше разносить новости. Тут появляется волк. Господа, попрошу все скорее сюда, поскорее проходите, внимательнее смотрите. Листва выросли, здесь хвосты запасные, настолько полезли, зубы железные. Веселеет налетай, спать в пасти. Настал торжественный момент. Появился первый клиент. Михаил Потапыч идет. Сюда встанем, чтобы все видели. Вот сюда. Когда был я в гостях. Погромче. Простудился просто страх. Нужно срочно натереться. Подходи к волку. Или чем-нибудь согреться. Вот, ну говори. Согреться. Ну, что ты ему предложишь? От простуды? От простудной болезни времени бегом человек подойти. Жарче баню натопи, венчик с собой возьми. Ну, говори. Будешь. Будешь ты здоров, пойми, по болезни можно будешь. Все, иди. Что говоришь? Спасибо. Спасибо. Все, хорошо. Что ты громче говори, я не слышала. Две красотки прискакали. Рыжих белок вы узнали? Как удачно то, как почетно то, что родилась то, я девчонком то, ей свет и скок, и на венцу слов можно снизу, можно сверху скок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, цок-цок-цок-цок-цок. Мама белка цок, часто шутит цок, чтобы хвостик цок, парашютик цок. Я за шишкой скок, за орехом скок, я подя и от смеха скок. Ла-ла-ла-ла-ла, цок-цок-цок-цок-цок. Как удачно цок. Вот и белочки пришли. Громче говори. Были мимо салоне, улицы, зал, бани, танцевые хвосты. Фены обожили, мы носики мы, фены обожили, и меня за помощью. И за мазью к вам пришли. Волк, что предложишь? Надя здесь Громче. отличная съест, облепиху здесь купите, аккуратно носом цвете. Минуты подождите, салфеткой помогите. Ну дай масло. Что надо сказать? Спасибо. И поскакали девочки обратно в лес. А вот бежит сама лисичка, заплетая хвост косичкой.
диеты ничего модно, моя шкурка тает. И поправиться зимнее мне не помешает. Вот он. Ручек. Вот вам. Вот вам лески и орешки. Ешьте каждый день без спешки. Спасибо. А вот и папа заяц со своим зайчонком весело прыгают, спешат в аптеку. Ой, сынок забрал папусь, у него повисло ушко. Даже веселился, как ребенок, а теперь ничего не слышит. Вот, посмотрите. Моя зайка-попугайка. Я тебе не майка. Моя длинная ушка. Я тебе не пушка. И правда ничего не слышит зайка. Дайте что-нибудь быстрее. Вот на стойку. Вот на стойку стволу лосинки. Компресс. Компресс. Положите. Спасибо. Тут и бабочка полетела. Бабочка подошла, постояла и в обморок упала. Ой, санитары, ежи, помогите, нужна ваша помощь. Скорее, бегите. Тут бабочка в обморок упала. Дышит ли она? Послушай. Послушай. Там все ясно, лето классное хлопело, витаминов не поела. Отнесем ее доктор Сосна, пусть витамина поколет ей. Так точно! Больница, уколу до стола. Нет. Съем-ка я лучше конфет. Из брусники сироп покупайте и каждый день его дают. Дает брусничный сироп, бабочка его открывает и сразу весь выпивает. И от радости она пляску с ежами начала. На полянку прикатились ежики, танцевали, веселились ежики, ох, ох. Дружно лапками стучали, стук, и дружно носик отвечали, нюх. Убирайте вот и носилки не пригодились в этом случае. А здесь посмотрите, кто идет. Петя Петушок идет и с цыплятами по лесу гуляет. Какой заботливый папа. Подошел к волку. Здравствуйте, я вас совсем
совет. Днем и ночью кашель часто нарушает мой покой. Надо делать пало стали и ромашкой пить настой. Будешь ты здоров, больной. А еще? И еще нужны в ним сидят витамины. Вот там в мешке касковинки. Спасибо. Внимание, зрители! А продолжение увидеть не хотите ли? Вот уж вечер наступает, волк аптеку закрывает, и тут откуда ни возьмись, кикимора болотная явись. Что я вижу, бизнес здесь, разрешите мне присесть. Здесь торговля процветает, и меня здесь не хватает. Банки, мед, картица. И затем вам всем лечиться. Мой совет всегда с утра, типа шиш комара. Будьте целый век здоров, и не нужно докторов. Только вымолвить успела, вдруг согнулась, окривела. Кашель сильный появился, правый глаз вдруг погасился, заломилась вдруг рука, зачесалась вдруг нога. Ой, в общем, тут пиши пропала, наша гостья захворала. Ой, болею, помогите, мне доктор позовите, помираю, мочи нет. Шлю прощание, всем привет. Ребята, гостья у нас заболела, идите скорее все сюда. Подходите. Сюда подойдите все зверята. Кикимора захворала, мочи нет, послала всем прощальный привет. Что нам делать, как помочь? Чаем напоить, теплым одеялом Поставить. поставить. Подходите и померить температуру, пожалейте, погладьте, поднимите ее. Ура, свершилось чудо, больше я болеть не буду. Стала я как сильнее и намного здоровее. Все, обещание дарю здесь. Буду мед и клюкву есть, травки пить, к доктору идти. Да я могу аптеку все скупить. Ну, раз пошли дела такие, устроим танцы заводные? Да. Давайте станцуем танец. Вставайте в круг. Все, вставайте. Цветочки беру, чтобы не мешать. Все, волк. Волк. Все. Поднимаем раз, два, три и летим по кругу, будто мотыльки. Рыбочком побежим, каблучками постучим и назад поскорее, топай ножкой веселей. Ох, шашу и рукой попрощаемся с тобой, а теперь ко мне вернись, хорошись. Между нами расстояние другие. Не станет музыка для нас звучать.
сегодня танцевать. Будем всех удивлять, кому иголочку плясать. На прыжке так легко прыгнем мы не высоко. Ножка ты не мешай, и в сторонку выставляй, и со мною от души пляши. Сегодня танцевали кто как мог. Наш кружок похож на праздничный венок. Мы его красиво вместе заплетем. С тобою мы пройдем. Ты танцор, заплети, и воротики иди. В ручеек поиграй, и веночек заплетай. А теперь раскрути, снова в ровный круг приди. И танцуй опять со мной, друг мой. Вот и сказочки конец. А кто слушал, тот и молодец. А теперь я представлю наших артистов. Роль волка играл А4. Слушая сорока Идегел. Кикимора и лиса Александра. Бабочка Арина. Белочки Вика и Аюна. Медведь. Повернись, медведь. Повернись зрителям. Даниил. Папа Заяц и Зайчонок. Сафер и Альберт. Петушок со своими цыплятами. Петушок Найдан. Цыплята Эрцинель, Давид, Бензин, Айслан и два ежа Дима и Чингис. Все, конец нашей сказочки. Любите Родину, друзья, цените, берегите, защищайте. Она у вас как мать, одна, от боли, грусти отграждайте. Россия — дом наш и семья, край доброты большой и веры. Россия — мир и наша жизнь, где солнце ласково без меры. Желаю россиянам всем, не жалую, своей гордиться. Нет краше ясной страны, какое счастье здесь родиться. Отчизным патриотом быть сегодня и всегда желаю. Днем независимости я вас, друзья, душевно поздравляю.
Козленок этот вообще любила поспать. Но она не знала, что чрезмерная сонливость не доведет до добра. Тем более, если заснуть не у себя в кошаре, а где-то далеко от дома, где на каждом шагу подстерегает опасность. Наступила ночь. Мама! Мама! Нет! Мама! Нет! Козленок забыла дорогу домой. Она начала метаться с места на место. Ей захотелось плакать. И тогда она поднялась на валун, похожий на юг, и жалобно закричала: «Мама!» И тут она увидела пещеру и залезла в нее. Ух, я вижу тебя! Эй, козленок, вылезай! Поиграем с тобой при луне! Не обманывай меня, Филипп! Ты хочешь выманить меня из пещеры и съесть! Эй, козленок, не бойся меня, вылезай из этой пещеры. Я знаю, ты заблудилась, а дома слезами заливается твоя мать. Вылезай оттуда, садись на меня верхом. Я тебя мигом довезу домой и передам тебя целого невредимого маме. Не обманывай меня, волк, ты хочешь выманить меня в пещере и съесть.
пожила. Хозяйка дома заболела, и дочь оставив умерла. Шли годы, он решил жениться, чтобы облегчить свою судьбу. С 2 дочурками взял жены весьма почтенную вдову. Вдова на деле оказалась груба, завистлива и зла. Чужую дочку не взлюбила и Золушкою назвала. В своем родном отцовском доме служанкой Золушка была, а счастье тайно лишь мечтала, всегда добра и весела.
помогут. Я притащу тыкву, золотую карету, крысу толстого кучера, лошадей быстроногих коней. Крестная, какая прелесть, благодарная судьбе, только как же я поеду, платье старое на мне. Так пригощу твои лохмотья, красивое бальное платье, подарю тебе хрустальные туфли. Должна покинуть бал ровно в полночь. Когда часы выбьют 12, твоя карета превратится в тыкву. Лошади станут мышами, кучер крысы, а твое бальное платье превратится грязными лохмотьями. Не забудь об этом. Спасибо, я все поняла. Тогда часы прибудут 12, и замка я тогда уйти. Вперед, карета ждет.
Милый скромный посетитель, разрешите незнакомка вас на танец пригласить.
я. Воина Фахтер. В роли Федю. Мангош Дарина. В роли слуг. Пусть утюг. Тевсараков Андрей. В роли Золушки и принца. Со Стефаня. Сарыков Числав.